Выборы в органы местного самоуправления еще никогда не приковывали к себе столько внимания, как в этом году. Вероятно, большой интерес, в частности, к Сухумскому городскому собранию связан тем, что существенно расширились полномочия местных депутатов. Прежде всего, депутаты органов местного самоуправления утверждают глав отделов структурных подразделений администрации городов и районов. То есть непосредственно и принимают от них отчеты. Каждые полгода, а потом в конце года второй. Это эти люди, которые непосредственно отвечают за направления в нашем городе. Это образование, здравоохранение, муниципальные дела, то есть это коммунальные услуги и так далее. Значит, депутат вашего округа имеет право вызвать главу соответствующего отдела и спросить, почему что-то не сделано и когда это будет сделано. Если образно говорить. У жителей столицы есть возможность влиять на бюджет Сухума через своих депутатов. Проще говоря, представитель округа в городском собрании может способствовать решению каких бы то ни было проблем – коммунальных, экологических, социальных и прочих. Орган местного самоуправления принимает бюджет на год, на следующий год, и в котором заложены все расходы, которые планируются в следующем году, которые планирует администрация осуществить на следующий год. И они видят, на что именно будут потрачены деньги налогоплательщиков. В момент принятия бюджета они активно, руководство администрации заставляют менять графы бюджета в пользу тех или иных районов, потому что у депутатов в этот момент появляется возможность влиять на ту помощь, которую город оказывает конкретно в его районе. Даже то, как выглядит город, зависит от деятельности местных депутатов, естественно, в связке с администрацией. Но имея рычаги влияния, горсобрание способно не допускать нарушений в сфере градостроительства. Органы местного самоуправления утверждают планы городских застроек. То есть, к сожалению, у нас нет нормативных документов. Вот сейчас приняли градостроительный кодекс, и уже мы надеемся, что какие-то нормативы будут спущены на уровень местной власти, и что находится именно в ведении органов местного самоуправления и органов государственного управления на местах, то есть администрации городов и районов. У местных депутатов появились и политические рычаги влияния. Именно от их решения зависит, кто будет находиться на должности главы района или города, независимо от решения президента. В законе и раньше было прописано, что городское собрание должно утверждать главу администрации, и в том числе и глав структурных подразделений, таких как, например, городская милиция, больницы и в целом всех руководителей городского уровня. Но в законе не были прописаны сроки. И в ряде случаев, зачастую по нескольку лет, главы администрации могли находиться без утверждения или согласования в тех случаях, когда они знали, что городское собрание их не поддерживает. В предыдущем созыве, который сейчас уходит, в течение их работы сроки были четко ограничены. И теперь ровно в течение 2 месяцев любой глава администрации, которую назначило руководство страны, должен быть утвержден. У нас уже есть примеры в районах, где районные собрания не утвердили присланных руководителей районов, и они были заменены на другие. Это существенный рычаг, как мне кажется, когда районное собрание или городское собрание по сути принимает решение вместе с руководителем государства о назначении или не назначении этих руководителей. Но, как говорит юрист городского собрания, никогда политические предпочтения сухумских депутатов не оказывали влияния на решения, принимаемые органом местного самоуправления. Я уже 3 созыва являюсь юристом Сухумского городского собрания. Мне отрадно, что в Сухумском городском собрании никогда не было политики. А в Сухумском городском собрании люди разных политических взглядов, как и наше общество, но никогда их политические взгляды не влияли на принятие тех или иных решений. Как говорит действующий депутат Сухумского городского собрания Инал Тужба, этот паритет необходимо сохранять и впредь. Ранее и по сей день, в принципе, Сухумское городское собрание является таким неполитизированным органом. У нас есть у каждого отдельные свои определенные мнения по и политической обстановке в нашей стране, и по
каким-то повесткам, которые происходят. Надеюсь, что и в дальнейшем наше государство, нынешняя власть сегодняшняя, она сохранит ту же тенденцию и не будет делать из нашего органа политически управляемый такой орган, потому что люди должны быть свободны, люди должны свободно выражать свое мнение, они должны просто находиться с людьми и помогать им, а не под диктовку кого-либо, там бы не было. Делать то, что им скажут. Как рассказывает председатель избирательной комиссии, будущие кандидаты обращаются с вопросами, где один из часто задаваемых: может ли стать депутатом органа местного самоуправления руководитель подразделения администрации, например, директор школы или главврач. В законе прописано, что баллотироваться такое должностное лицо может, но совмещать кресло депутата и свою должность нет, то есть придется делать выбор. У нас есть уже ряд случаев, где работники структурных подразделений, не работники, а главы структурных подразделений хотят баллотироваться, обращаются, мы им разъясняем, что вам, господа, потом позже придется ставить свои должности. Кто-то соглашается, кто-то нет, но в целом вот эта группа лиц, которые и любые служащие от самой администрации города. Это не обязательно руководители, просто любой служащий, потому что это вызывает прямой конфликт интересов между законодательной и исполнительной ветвями власти. Работают депутаты городского собрания на добровольных началах, то есть без зарплаты. На вопрос, что движет людьми, желающими занять такую ответственную должность, граничащую с самопожертвованием, сотрудники городского собрания говорят о том, что это хороший старт для политической карьеры. Наверное, тоже они хотят помочь проявить себя. Прежде всего, наверное, проявить себя, показать, что они могут помочь своим избирателям. И дальше это очень хороший карьерный рост. Мы знаем, что спикер парламента начинал свою политическую деятельность именно с органа местного самоуправления, Сухумского городского собрания. Опыт ему, естественно, помог, и вот результат. Здесь ты не зарабатываешь денег, здесь ты зарабатываешь либо имя, либо очень хорошие связи. В настоящее время идет регистрация инициативных групп кандидатов. Затем каждой из них предстоит набрать не менее 50 подписей живущих на территории их округа избирателей. И только после этого начнется регистрация самих кандидатов в депутаты, которая продлится с 19 по 28 октября. Выборы в Сухумское городское собрание состоятся 8 ноября. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.